Нажал, прожал, обратно в карман. Ну, может и как ДД появлялся. Но лучше, конечно, иметь S6. Ведь только за такую цену мы можем получить то, что хотим в гаче. Тиори является второстепенным дамагером, который не требует постоянно быть на поле боя. Прожимая элементальный навык или ульту, вы можете смело убирать ее в карман, но из-за геоинфузии можете появляться как ДД, но реализация в полной мере будет при 6-м созвездии. Ну типа, скоро все персонажи будут значимы при S6, потому что денег на Ханкай 2 не хватает. Обычная атака Тиори наносит 4 удара и может быть окрашена в геоурон при активации элементального навыка. При активации самого навыка Тиори делает рывок противнику, спавня куколку, а при зажатой кнопке можно выбрать точку, условно телепорта. В общем, работает это как у Кэцин. Также очень важная информация по пассивке. Если вы прижимаете элементальный навык, у вас два пути. Либо нажать второй раз навык, либо использовать обычную атаку или другие кнопочки. При использовании повторного элементального навыка, то есть практически сразу после первого, автоматически вы переключитесь на следующего персонажа в отряде. И вдобавок, при попадании по противнику обычной, заряженной или атаки в падении, куколка также выполнит атаку по площади, которая считается уроном элементального навыка. Сама кукла наносит урон каждые 3,5 секунды, длится навык 17 секунд, а откат 16 секунд, что делает его спам кнопочкой без ожидания отката. И приятный бонус. При создании любой геоконструкции, как колонна Джунли, появится вторая кукла, которая также будет наносить урон, а ее длительность считается отдельно. Плюсом Тиори от геоконструкции получит 20% геоурона на 20 секунд. Ох, с самым сложным мы разобрались, если я что-то упустил, отпишите. Тут даже мой кот поднапрягся от такой информации и решил отстраниться от общества геншинят. Вот его собрать куда проще. 1000 лайков и делаю гайд на этого самого дисбалансного кошка-мальчика. Взрыв стихии наносит геоурон по площади, зависит от защиты и силы атаки Тиори. Прокачке уделяем внимание элементальному навыку после взрыва стихии. Обычные атаки качаем при игре в роли основного дамагера. Из созвездий можете выбить S1. Он уберет привязку к геоконструкциям, тем самым уберет зависимость к тому же Джунли при подборе отряда. Шестое же делает полноценного дамагера. Из главного добавляет 235% урона обычных атак от защиты. А лучше бы сделали это первым или вторым созвездием. Уракуми Сугури идеально подходит и для основного ДД, и для саб-ДД, повышая урон обычной атаки и элементального навыка защитой. Драгоценный омут поможет сбалансировать криты. Предвестник Зари как бесплатный доступный вариант для саб-ДД. Харан и Туман подойдут для сборки в качестве основного дамагера, добавляя криты. Ставьте кокон. Им можете поиграться и как саб-ДД, и как мейн-ДД. Этот набор артефактов лучше всего раскроет Тиори с максимальным уроном от ее навыков. Из альтернативы можно поставить золотую трупу, которая увеличит урон только элементального навыка и подходит только для саб-ДД сборки. Часы на защиту при саб-ДД, при мейн-ДД можешь поставить на силу атаки, если ее будет категорически не хватать. Кубок на бонус гео урона, а корону на криты. В доп. Статах артефактов ищи защиту, силу атаки, восстановление энергии, крит урон и крит шанс. Для примера вот отряд под саб-ДД. Итагора, Джунли и Тиори. Помним о том, что при двух нажатых навыках мы переключимся на следующего персонажа автоматически. В этом случае на Ита. Поэтому не забывайте правильно для себя позиционировать персонажей, чтобы не было неприятных моментов. Тиори, Гора, Беннет и Джунли нацелены на игру основного дамагера. Вместо Беннета можно поставить Юньцзинь. Она хорошечно увеличит бонус обычных атак Тиори. Основной урон Тиори, конечно же, наносит от элементального навыка. Но выбор, как играть, полностью лежит на тебе.